Здравствуйте! В эфире новости. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Службы ЖКХ в Ленске активно вывозят снег с улицы и придворовых территорий, чтобы потом не тратить средства на откачку талых вод. В Якутске возложили цветы к памятнику и открыли мемориальную доску Алексею Кулаковскому в честь 144-летия поэта. Первые после снятия ограничений соревнования «Юный лыжник» прошли в Алдане. Атмосферу спортивной борьбы передал наш корреспондент. Глава Якутии призвал сохранять бдительность, несмотря на улучшение эпидобстановки. По уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения Якутия на текущий момент занимает 59-е место среди субъектов России. За 2 недели марта количество выявленных новых случаев не превышает 42, однако Айсен Николаев выразил особую обеспокоенность по поводу локальных случаев заболевания, которые наблюдаются в ряде районов. Сегодня в целом по республике в реанимации находятся 25 человек, из них 4 на аппарате искусственной вентиляции легких. Глава подчеркнул, что необходимо исключить позднее выявление заболевания, которое, как правило, приводит к тяжелым случаям. Теперь о текущей эпидобстановке. За сутки в Якутии выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Из них в Якутске заболели 20 человек, в Нерюнгринском районе 3, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Чурапчинском по 2. Единичные случаи выявлены в Валданском и Вилюйском районах. Одним из главных атрибутов для защиты от коронавируса является медицинская маска. Резиденты технопарка Якутия, компания «Стандарт-14» запустила их собственное производство в ноябре прошлого года. Работают по сертификации. Без этого документа шить медицинские маски нельзя. Теперь цех – это 4 станка, 2 из них автоматические и 2 ручные. Автоматическая линия за минуту производит 100 масок. За смену получается от 20 до 25 тысяч штук. У нас есть лицензия, регистрационное удостоверение от Росздравнадзора Российской Федерации, есть сертификат соответствия. Получается, мы все это прошли и получили. 4 станка. Есть полуавтоматический производит маски тела, и есть станок, производящий припающий ушных петель, и есть ручной и автоматический полностью. Движение по вдоль-трассовому проезду для обслуживания магистрального нефтепровода «Транснефть-Восток» ограничат для больших грузов, ориентировочно с 12 апреля в Ленском районе. Об этом сообщает районная администрация. Ограничение коснется тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств и техники с прицепом. Проезд будет открыт только для полноприводных автомобилей жизнеобеспечения весом до 3,5 тонн с противоскользящими цепями. Лучше очистить от снега, чем потом откачивать талые воды. Так решили коммунальщики в Ленске и приступили к вывозу. Работу служб ЖКХ на придомовых территориях в микрорайоне Алроса оценила наш корреспондент Анна Кожевникова. Жители микрорайона Алроса наконец-то дождались масштабной очистки придомовых территорий. Вот уже несколько дней здесь орудует снегоуборочная техника, и дворы, и крутые подъемы очищены до бетонного покрытия. Эта зима в Ленске выдалась снежная. Норма среднегодовых осадков уже в декабре была превышена. Обильными снегопадами накрыл и январь. Буквально в начале года жители микрорайона Алроса, как и большинство ленчан, были недовольны несвоевременным, даже точнее полным отсутствием вывоза твердобытовых отходов и заметенными дворами. Пока вот не завалил, вот сами можете видеть, подъезды абсолютно не очищены. Помойки не могут убрать только из-за того, что сюда не может даже мусорная машина заехать. Очистка только нулевая. Вот центральные улицы и все. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону в обоих направлениях, и жители микрорайона Алроса это оценили. Снег хорошо убирается. Постоянно. У нас сосед гребет трактором своим. Хорошо. Большое количество осадков бесследным быть не может. Дворы многоквартирных домов, конечно, заполнены высокими снежными кучами. Как сообщили в управляющей компании, снег убирался всю зиму, но складировался на придомовой территории. А с приходом весны приступили к вывозу накопленных осадков. Весь снег, который есть у нас на микрорайоне Алроса, мы его полностью увозим, потому что если этого не сделать, когда начнет таять снег, у нас происходит подтопление подъездов, то есть не подойти, не подъехать, поэтому... Чтобы этого избежать, мы, соответственно, вывозим полностью его.
Подрядчик по уборке придомовых территорий у управляющей компании постоянный. Индивидуальный предприниматель Андрей Дружинин. После прохода тяжелой техники во дворах микрорайона Алроса беспрепятственно могут передвигаться и мамочки с колясками, и легковые автомобили. Скользкие подъемы теперь не страшны. Позже будет проведена подсыпка. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Торжественная церемония открытия региональной производственной фабрики процессов в эти минуты проходит в Якутском IT-парке. Там будут проходить курсы повышения квалификации специалисты региональных министерств и ведомств. На месте сейчас находится Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дмитрий, когда центр заработает в полную силу? Василий, здравствуйте. Сейчас вот для главы региона здесь проводится небольшая экскурсия по площадке, где непосредственно проходит вот этот тренинг по бережному производству. Так, ну мы можем показать вот сейчас именно на примере участников и вообще, что они здесь выполняют. Представители госкорпорации «Росатом» показывают непосредственно ту программу, которую проигрывает здесь участники тренинга. Мероприятие здесь проходило у нас с утра. И сейчас вот именно непосредственно можете увидеть сам процесс. Участники с утра здесь проводили, уже прошли небольшой тренинг. Они изготавливали ювелирные изделия. Это у нас получается Илин Кебихер. Ну а более подробно сейчас нам расскажет представитель госкорпорации «Росатом» Елена о данной технологии бережного производства. Елена, здравствуйте. Расскажите нам вообще более подробно, что из себя представляет данная программа. Данная программа представляет из себя это фабрика процессов по сборке женского нагрудного украшения Илин Кебихер, где участники непосредственно в режиме реального времени могут получить практический опыт применения инструментов бережливого производства и помимо этого сократить затраты именно на производственном процессе. Ну вот смотрите, здесь я стою, здесь как раз вот по раундам в процессе игры участники отыгрывали и постоянно улучшали свою деятельность и уже вышли на условные единицы получения прибыли. Вот такая уникальная площадка сегодня у нас открылась. И уже со следующей недели мы приглашаем представителей органов исполнительной власти, учреждений для как раз прохождения данного курса. Хорошо, спасибо. На этом у нас пока все. Сейчас вот непосредственно начнется торжественная церемония открытия, где глава региона примет участие. Открытие фабрики процессов в IT-парке Якутска осветил наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, спасибо. Также сегодня, ко дню рождения писателя, поэта-просветителя, основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского возложили цветы к его памятнику в Якутске. Родственники и творческая интеллигенция вспомнили его вклад в развитие якутской культуры, фольклора, письменности, науки и литературы. Алексей Кулаковский родился 144 года назад в Татинском районе. Много ездил по родному краю, изучал природные богатства, этнографию, экономику. В 1900 году произведением «Благословение Байная» основал якутскую литературу. Его самыми значимыми работами считаются письмо якутской интеллигенции и научные труды. Я бы хотела сказать, чтобы молодежь обязательно читала, изучала наши традиции, чтобы язык не терялся, чтобы предков почитали, изучали своих предков. Вплоть до 5-го поколения, мне кажется, надо изучать, потому что именно поддержка предков, защита предков очень сильно влияет на жизнь человека. Кроме этого, писателю Кулаковскому открыли мемориальную доску на улице в столице, названной его именем. Теперь можно ознакомиться с датами жизни и с основными его достижениями. Доску открыли в рамках совместного проекта газеты «Саха-Сире» и театра «Олонхон». «Якутия увековечивает» называется проект. Организаторы уже открыли мемориалы писателям Сафронову и Неустроеву, также на улицах, названных их именами. В столице нашей республики много улиц, которые названы в честь выдающихся народа, сынов народа, представителей народа Саха. Но, к сожалению, про них на данных улицах никакой информации не написано. Кто такие люди, какие заслуги данная улица названа в их честь. И для того, чтобы восполнить данный пробел,
для будущего поколения, для молодежи, ну и для туристов, для гостей нашей столицы. Мы организовали, начали данную акцию. Первые после снятия ограничений соревнования «Юный лыжник» прошли в Алдане. 70 спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет боролись за победу. После почти года тренировок в онлайне выход на лыжню для ребят был по-настоящему волнительным и долгожданным. Криками поддержки подбодрил Сергей Козюра. Лыжники боролись за медали в гонке свободным стилем на дистанции 1200 метров. Забеги получились очень интересными во всех возрастных группах. Ребята показали хорошие результаты, что позволило некоторым из них выполнить нормативы не только юношеских разрядов, но и взрослых. Не было соревнований практически год. Да не практически, целый год не было соревнований. Приходилось заниматься дистанционно, приходилось заниматься дома. Перспектива есть, дети занимаются, стараются, показывают все, что могут. Онлайн-тренировки эти, конечно, в начале занятий, когда мы только вышли, сказались. Соревнования проходили на подготовленной трассе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Этот лыжный центр – настоящая гордость как для алданцев, так и для всей республики. Именно здесь каждую осень начинают свою первую вкатку спортсмены сборной России. А воспитанники данной школы входят в сборную республики как по лыжным гонкам, так и по биатлону. Почему не танцы, почему лыжи? Ну, потому что мне нравится, свобода, лыжня. Не нравятся мне танцы, больше лыжи. Потому что я люблю лыжи и не люблю танцы. Значит, ты зиму больше любишь, чем лето? Да, я люблю спорт. Занимаюсь, второй юношеский разряд заняла недавно. Бесспорно, что настоящие большие победы начинаются с упорных тренировок и таких соревнований. Ведь основными показателями юного лыжника являются выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, владение знаниями теории лыжного спорта и практическими навыками участия в соревнованиях. Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.